Slava Isusu Christu. Сегодня 25 июля праздник святого апостола Якова. Один из 12 апостолов, брат святого Иоанна Богослова. Иисус дал им имя Сыны Громовы, Боанергес. Это значит, может быть, потому что у них был сильный характер. Потом сменились. Тоже святой апостол Яков был один из трех, которых Иисус хотел, что сопровождали его в такие важные моменты, как на горе Фавор, где было преображение, или в Гефсиманском саду. Традиция говорит, что святой апостол Яков проповедовал Евангелие в Испании. В этот момент это был конец земли. Испания находится, как знаете, на западе Европы, это полуостров, и дальше только океан, больше ничего нет в тот момент. И таким образом, как сделали другие апостолы, тоже апостол Яков исполнял желание Иисуса Христа, чтобы они проповедовали Евангелие всему миру до конца земли. Даже была точка, которая называлась Финистерре, то есть конец земли. До сих пор есть такой город, такое место. Но это было трудно, не было легко. Там святой, говорит традиция, святой апостол Яков нашел много трудностей. Он чуть не опустил руки, и нужна была помощь Девы Марии. Она еще была на земле живая и явилась перед ним на берегу реки Ebro, на севере Испании, в городе, рижский город César Augusta, сегодня называется Зарагоза. И там, благодаря Деве Марии, святой Яков нашел новые силы, чтобы продолжать проповедовать Евангелие. И удалось. Этот момент вспоминается в этом городе. Там есть святилище, честь Девы Марии, Дева Мария del Pilar, в городе Зарагоза. Сами древние святилища Девы Марии. Потом святой апостол Яков возвращался в Иерусалим, и там, как говорит Деяние святых апостолов, там он нашел мученическую смерть, первый мученик среди апостолов. Традиция говорит, что ученики отвезли его тело, его мощи в страну, где он проповедовал Евангелие, и там похоронили его. Его могила находится в городе Santiago de Compostela, честь апостола Яков, святой Яков, Сантьяго de Compostela. После много лет и даже после трудных времен войны в Испании с арабами, этот город был разрушен, потерялся память, но в IX веке один человек ночью увидел звезды горит, сияют, подошел и нашел могилу апостола. И почему именно Сантьяго де Компостела? Компостела из латинского языка означает campus stelle, то есть поле звезды, как вспоминание об этом явлении, как тоже показывает флаг города. С этого момента распространилась эта новость, и этот город стал главным местом паломничества в Европе и в христианстве, вместе с Римом, где находится могила святого Петра, и, конечно, Иерусалимом, где умер Иисус Христос. Много паломников приехали в средних веках
город Santiago de Compostela. И сейчас еще есть очень известный этот путь могиле святого Якова, то есть путь Якова, на испанском языке Camino de Santiago. И приходили из всех стран Европы, так есть так называемый французский путь, или португальский, или английский путь, все идут в город Якова Апостола, Сантьяго де Компостела. Это город тоже очень важно для меня лично, потому что это было первое место моего служения как священник после рукоположения. Я там жил несколько месяцев, и у меня было такое привилегие, чтобы я часто мог исповедовать в кафедральном соборе, где находится могила мощи святого апостола Якова. И каждый день приходили паломников из многих стран, не только из Испании, но и всех стран Европы, но даже из Америки, США, например, или из Азии, много из Кореи. Исповедника я слышал, как приветствуем всех паломников, и назвали разные страны, откуда они. И потому что есть место паломников, и надо сообщать, чтобы они, каждый человек, каждый паломник, надо сообщить, чтобы добрался до конца, чтобы получить индульгенцию, сертификат, чтобы совершал паломничество, так называемая компостелана, чтобы получить индульгенцию и всякую благодать паломничества. В городе тоже был, и состоялась одна из первых встреч молодежи всемирной. Святой Иоанн Павел II был там, встреча состоялась недалеко от города, в холме радости или холме ликования, так на испанском, Monte del Gozo, потому что это первое место, откуда видно кафедральный собор, и все паломники так радуются, потому что это почти закончили паломничество. Как важно, как подчеркнул святой Иоанн Павел II, это дух паломничества в нашей жизни, потому что наша жизнь – это как путь, как паломничество по земле, но до неба. Христиане, мы не бродячий человек, который идет, но не знает куда. Мы идем, знаем это место, это небо, где находится Бог, где Святая Троица ожидает нас, Отец, Сын и Святой Дух, вместе с Девой Марией, наша Мать Небесная, и со всеми святыми, которые уже добрались до конца, чтобы вечно ликовать с ними. Как важно в нашей жизни, в жизни духовной христианина, это дух паломничества, потому что это как наша жизнь. Иногда вверх, иногда трудно, но мы знаем, куда идем. И можно найти трудности, препятствия, но стоит преодолевать все эти трудности и препятствия, чтобы добраться до конца. И вместе по этому пути тоже человек, христианин, встречается с многими людьми, другие паломники, и надо поддерживать друг друга, помогать друг другу, чтобы добраться до конца. Паломничество тоже говорит нам о покаянии, о все эти трудности, которые мы встречаем, все это милосердие,
помогать друг друга, помогает нам искупить наши грехи, обращаться, стать лучшим, более готов к встрече с Богом. И, конечно, паломничество говорит нам о надежде. У христианина, у каждого христианина есть надежда. Мы живем с надеждой добраться до конца, где находится и ожидает нас Бог, Иисус Христос, Святой Дух, как я сказал. Паломничество побуждает нас надежду, что имеет смысл стремиться к этому. Тоже, когда паломники приходят в город, в кафедральный собор, там вход, там есть так называемый ворота славы, портико de la gloria, потому что войти в храм – это как войти в славу небеса. И потом паломники идут в апсиде, где находится мощи святого апостола Якова. Там над ним есть изображение, и можно обнимать, как приветствовать, чтобы получить благодать и встречаться с святым апостолом в конце паломничества. Вот это то, что я хотел сегодня поделиться с вами. И пусть закончим, пусть Пресвятая Богородица, наша Мать Небесная, Царица апостолов, Матерь Церкви и тоже звезда путеводная и дверь небесная поможет нам иметь в виду нашей жизни все это, который учит, показывает нам этот праздник святого апостола Якова и этот паломничество, путь Якова. И чтобы она, Дева Мария, вместе со святым апостолом Яковом помогут нам добраться до конца в нашей жизни, в небесах, чтобы жить вечно, мираться и ликовать со всеми святыми вечно на небесах. Слава Иисусу Христу!